Да, у этих малышей начинаются школьные годы, как когда-то у пап и мам. Сколько нового, удивительного и значительного предстоит узнать, открыть. Вот так же порог этой школы переступила Маншук Маметова. Теперь школа носит ее имя. Маншук. Это имя вошло в бессмертие. Героиня своего народа, отважная дочь своей родины. Улицы Алма-Аты. Конечно, они были другими в те довоенные годы, когда Маншук было 16 лет, и она окончила школу, а потом училась на рабфаке медицинского института. Эту женщину она называла матерью. Амина Апа. Уже много лет несет она в своем сердце жестокую утрату. Есть ли большая несправедливость для матери, чем та, когда суждено ей пережить свою дочь, навечно запомнив ее беззащитно юной? Жизнь была полна светлыми надеждами. Маншук – студентка Алма-Атинского медицинского института. Так же, как и эти ее сверстники сегодня. Только отделяет их, а вернее связывает мост памяти, которому 40 лет. На многое хватало энергии Маншук. Она не только учится, слушает лекции, сдает зачеты, но и работает вечерним дежурным в секретариате Совнаркома Республики. Маншук вообще была изумительная девочка. Безумно любила книги. Она скромная, симпатичная, работящая. С книгой она вообще не расставалась. У нее единственная мечта была это учиться. Вспоминает подруга Маншук Маметовой Лидия Афанасьевна Кайшигулова. Очень часто мы выходные дни проводили вместе. Помнилась вот ее круглолицая личка, такое приятное, симпатичное, красивый волос. Она очень любила фотографировать, очень любила природу. Одевалась она очень скромно. Было еще у нее летних, может быть, пару платьев, но не больше. Но я ее вот все время, я говорю, что даже ей говорила, говорю, Маншук, ну что ты все... Она говорит, это мое любимое платье, серенькое. И вот она мне запечатлилась вот в этом платье. Волнистые волосы, открытые такие глаза красивые. Несколько даже задумчивые, я бы сказала. То был последний год мирной для страны жизни. Жестоко, вероломно взорваны мирные дни. 22 июня 1941 года. Начало отсчета дней великого горя, суровых испытаний, выпавших на долю людей нашей многонациональной Родины. Рвутся бомбы на земле Украины, Белоруссии, рождая эхо гнева далеко по всей стране. Выстоять и победить. Набатом в сердце каждого патриота первого в мире социалистического государства звучали эти слова. Многотысячный митинг в Алма-Ате. Среди этих людей, собравшихся на центральной площади столицы республики, была и Маншук Маметова. Быть там
где ты нужней? Этот вопрос стоял перед каждым. Здесь, в Алма-Ате, формировались дивизии, батальоны. Весь личный состав бригады состоял в основном из казахской молодежи. Конечно, были представители других национальностей: русские, татары, узбеки, уйгуры, киргизы. Говорит бывший комиссар бригады, академик Сактаган Баишев. Бригада формировалась, как я уже говорил, как национальные воинские соединения. В первое время всю заботу о формировании бригады взяла на себя правительство Казахской ССР. Формировалась 100-я стрелковая бригада. Ее бойцы станут однополчанами, Маншук. «Хочу на фронт». Такую цель с первых дней войны поставила перед собой Маншук. Снова и снова она обращается в военкомат и слышит неизменный отказ. И все-таки не сразу, настойчиво, она добилась своего. Отправились в середине 1942 года, в конце июля, в начале августа месяца. Причем средний возраст личного состава перед отправкой на фронт было 24,5. В основном это было состояли молодежь 18, 19, 20 лет. То был переломный этап Великой Отечественной войны. Лето 1942 года. Советские войска вели тяжелые оборонительные бои. Вспоминает боевой командир Маншук Петр Андреевич Теменков. Я был направлен на фронт, в 100-ю отдельную стрелковую бригаду. Меня назначили командиром пулеметного взвода. Но когда я первый раз пришел в батальон, я увидел девушку. Потом я ее видел часто, при каждом посещении штаба батальона, значит, я всегда ее там видел. Она работала писарем в батальоне. Свой боевой путь Маншук начала батальонным писарем. Но разве для этого она так рвалась на фронт? Нет. Для того, чтобы самой бить врага. И снова она проявляет удивительную настойчивость. Где-то в конце марта или в начале апреля меня пригласили в штаб, вызвали. Пришел мне, значит, начальник штаба Сулейменов. Сказал: принимайте пополнение. И показал мне на Маншук Маметову. Она просилась прежде всего пойти в пулеметную часть. Вот в связи с этим приказом по штабу бригады ее, значит, отправили в состав пулеметного батальона. С этого времени, значит, у нас началась с ней совместная служба до последнего ее дня. Ее зачислили наводчиком пулемета в 3-е отделение. Ну, первые ее шаги, что ли, это у нее слишком большое желание, какое-то, ну, просто страстное желание было изучить пулемет. Она пулемета. Ну, много ей оказывали помощи. Я и командир отделения, и помощник наводчика отделения. Короче говоря, в течение, ну, не более месяца она отлично знала весь пулемет, всю материальную часть пулемета.